Алена Геннадьевна, министр труда и социальной защиты Чувашской Республики. Добрый день. Антонова Инна Николаевна, заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики. И Силова Лариса Владимировна, заместитель руководителя администрации главы Чувашской Республики, начальник государственно-правового управления главы Чувашской Республики. Напоминаю всем телефон нашего прямого эфира. Он прежний 260036. Мы ждем ваших звонков. И в начале прямой линии слово вам, Алла Леонидовна. Да, еще раз всем добрый день. Действительно, у нас с вами сложилась, я считаю, очень хорошая практика проведения горячих линий. Это уже у нас третья с вами горячая линия. Понятно, что работают телефонная круглосуточная связь горячей линии в Минздраве и в Роспотребнадзоре, но тем не менее есть вопросы, которые повторяются, и по результатам прошлой нашей с вами прямой линии мы эти вопросы обобщили, и сегодня есть доступ к часто повторяющим вопросам, и на нашем сайте правительства также есть четкое понимание, и доведена эта информация до федеральных органов власти через средства массовой информации, мы постарались, но тем не менее ежедневно мы проводим мониторинг и видим, что вопросы есть, вопросы поступают, и поэтому с нашей стороны по-прежнему, пока эта ситуация не стабилизируется с коронавирусом, мы готовы встречаться, отвечать на вопросы, и надеюсь, что наша прямая линия сегодня будет так же полезна, как предыдущие. Первично хочу предоставить слово министру здравоохранения Степану Владимиру Геннадьевичу для действительно оперативной сводки от достоверной информации, как происходит ситуация в Чувашской Республике на сегодняшний день. Пожалуйста, Владимир Геннадьевич. Спасибо, Алла Леонидовна. Значит, в Чувашской Республике с начала года под наблюдением находилось 2934 граждан. Значит, на сегодняшний день, на 15 апреля, под наблюдением находится 1083 человека. Из них изолированы в домашних условиях 842 человека, госпитализировано 134 человека, включая 13 несовершеннолетних. В условиях обсерватора находится 62 человека, включая 16 несовершеннолетних. У 79 граждан подтвердилось коронавирусная инфекция, из которых 2 уже выписаны домой с выздоровлением. Если в основной массе все пациенты и все изолированные и наблюдаемые лица чувствуют себя удовлетворенно, то есть 6 пациентов, которые нуждаются сегодня в дополнительной подаче кислорода, то их состояние оценивается как средней степени тяжести. Продолжается работа по обеспечению средств индивидуальной защиты аппаратами ИВЛ, кожными антисептиками, дезинфицирующими средствами, то есть как медицинских организаций, так и в розничной продаже. Работа ведется. На сегодняшний день медицинские организации обеспечены всем необходимым, лечение получает пациентов в полном объеме. Ну вот, наверное, вкратце все. Ну, наверное, я думаю, что еще важно сообщить. У нас, повторюсь, в республике есть оперативный штаб, которым руководит в РИО главы Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев. Но кроме этого, по его поручению создан рабочий штаб. И мы достаточно оперативно реагируем на те изменения, которые происходят. Если на прошлой неделе основное внимание было все-таки реализация указа по самоизоляции, и в каждом районе республики были созданы мобильные группы, которые разъясняли, объясняли. Вот на сегодняшний день даже на улицах вот мобильными группами, куда входили представители МВД и администрации районов, всего было проведено более уже 10 тысяч объяснений, что надо обязательно находиться дома. На этой неделе очень остро встал вопрос по результатам вербного воскресенья количество людей, которые пришли на службы. С учетом важности и веры, все мы понимаем, но здесь, конечно, хочу обратиться ко всем, чтобы эта неделя пасхальная, она святая для большинства жителей страны, нашей республики. И здесь очень важно, повторюсь, отнестись с большой ответственностью к здоровью ваших детей, к вашему здоровью, к здоровью ваших пожилых родственников. Почему? Потому что это то самое место, где идет концентрация большого количества людей в закрытом помещении на небольшой территории. И несмотря на те меры, которые нами предпринимались, я считаю, достаточно большая проводится разъяснительная работа, что максимально надо находиться дома.
Тем не менее, прошлые выходные показали, что в храмах наблюдалось большое количество родителей с маленькими детьми, приходили пожилые. Это все, конечно же, понятно, но тем не менее это может стать очагом распространения коронавирусной. Вы не знаете, кто рядом с вами стоит. Вы не знаете, болеет этот человек или нет. Но тем не менее это может стать тем самым детонатором распространения коронавирусной истории на территории республики. Вы видите, ситуация сложная, но достаточно стабильная. Со стороны рабочей группы, со стороны ответственных лиц, врачей, Министерства здравоохранения принимаются все необходимые меры. Поэтому принято решение, и глава издал указ о том, что с 14 апреля 2020 года до особого распоряжения запрещается проведение и участие жителей в религиозных обрядах и церемониях с большим количеством людей. Гражданам, именно гражданам, временно запрещается посещать места, предназначенные для проведения богослужений, молитвенных собраний. Вход в культовые здания разрешен только священнослужителям. Поэтому еще раз обращаемся. Конечно, службы будут идти. Для того, чтобы увидеть пасхальный молебен владыки, митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнава, будет организована прямая трансляция и на телевидении, и через интернет-ресурсы. Все это можно увидеть, включив телевизор дома. Но постарайтесь серьезно к этому отнестись, потому что с нашей стороны, конечно, будут сделаны все меры для того, чтобы ограничить участие жителей республики в церковных богослужениях в эти выходные дни. Да, может быть, вопросы? Да, у нас уже есть вопросы. И вот первый вопрос, он практически всегда у нас уже стал традиционным. Слышали, в Чувашию поступили защитные маски, но цена каждую превышает 45 рублей. Правда ли это? Ну, чуть попозже, потому что у нас есть звонок, чтобы он не сорвался, Алла Леонидовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ага. Вас беспокоит с поселка Урмары. Я мама 3 детей, 2 из которых школьников. Вот они сейчас на дистанционном обучении. Ничего не говорю, у нас школа хорошо все организовала. Спасибо, конечно, учителям. Но действительно сейчас вот это сложный период. Долго ли еще вот продлится дистанционное обучение? Я вот слышала, что на каникулы их отправят пораньше, чем обычно. Правда ли это? И как пройдут государственные экзамены ОГЭ, ЕГЭ, ВПР? Вот все это интересует. Спасибо большое за вопрос. Он действительно очень актуален сегодня, потому что школьники находятся на дистанционном обучении. Наверное, правильно даже сказать не дистанционном, а на таком удаленном обучении. Во всех школах республики процесс образовательный идет, но он идет, конечно, в более, лояльном таком формате с точки зрения как школа может, но основной объем знаний до детей доводится. И я хочу здесь сказать действительно искреннее спасибо. Вот мы говорим большое спасибо, безусловно, врачам, но здесь я хочу сказать спасибо педагогам, потому что вот этот новый формат обучения детей, он сложен не только для детей и родителей, которые столкнулись с таким новым форматом, но и для самих педагогов. Каждая школа организовывает это по-разному. Кто-то через интернет-дневник, через электронные системы, кто-то через мессенджеры, кто-то в тех школах, где сложности с интернетом, педагоги распечатывают задания, формируют новые лояльные учебные планы. И в целом вопрос образования налажен. Что касается решения по каникулам, по продлению, мы учимся на дистанционном режиме, также продолжаем до 30 апреля. Никаких решений на сегодняшний день по завершению образовательного процесса или по упрощению или продлению дальше 30 апреля каникул пока не решен. И как только это будет известно, безусловно, до вас ваши директора и педагоги эту историю доведут. С точки зрения экзаменов, ЕГЭ дети сдают, сроки сдвинуты на июнь месяц. С точки зрения ОГЭ это остаются только профильные предметы. То есть детям, конечно, девятиклассникам надо будет сдавать русский, математику, профильные предметы. Это будет обязательно, потому что поступать надо всем. И ОГЭ, и ЕГЭ сохранены как обязательная сдача профильных экзаменов, потому что дальше идет выбор СУЗа, выбор высшего учебного заведения, и на год это откладывать, как минимум, нецелесообразно. Будут продлеваться каникулы в летний период, будет ли каким образом наращиваться учебный план, это решение будет принято позже, но сейчас в необходимом объеме весь образовательный процесс ведется. И спасибо, что по Урмарам вопрос, если вы хорошо оценили работу школы и педагогов, это действительно важно для нас. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.
И возвращаясь к маскам, цена на маски сегодня какова? И кто контролирует эту цену? Кратко, Инна Николаевна, наверное, вы? Да, Юлия Викторовна, спасибо за вопрос. Хочу отметить по поводу масок, о которых идет речь, которые централизованно поступили в Чувашскую республику. Закупка эта, еще раз повторюсь, была централизована. Она была организована через единого оператора, который был определен Минпромторгом Российской Федерации. И на сегодняшний день маски реализуются ГОП «Фармация», и отпускная розничная цена одной маски 39 рублей. Соответственно, если предприятие закупает там для своих нужд, то уже оптовая цена немножко ниже, 38 рублей 60 копеек. Спасибо. У нас есть вопрос. Цены, к сожалению, не регулируются. Спасибо, да. Инна Николаевна. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло, Да. мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я могу вопрос задать вам? Конечно, мы вас слушаем. Многие молодые люди в России работают далеко от тех мест, где они прописаны. Они соглашаются на любую работу, лишь бы семью прокормить и оплатить ипотеку. Работа по устному договору с работодателем без записи в трудовой книжке. Когда начался коронавирус, мой сын потерял работу, остался без доходов. У них 2 малолетних детей. Как прокормить семью? В связи с коронавирусом Владимир Владимирович Путин рекомендовал потерявшим работу, не учитывая дохода прошлого года, выплатить по 12 130 рублей в месяц в течение 3 месяцев. Касается ли это моего сына? Алена Геннадьевна. Да? Добрый день. Вам отвечает министр труда. Что касается регистрации в качестве безработного, то в данной ситуации рекомендуем обратиться в службу занятости по месту жительства вашего сына. Представить документы нужно в электронном виде через портал «Работа в России». Соответственно, будет приниматься решение на 11-й день после поступления соответствующего обращения. Действительно, из послания Владимира Владимировича следует, что все те, кто потерял работу, начиная с 1 марта, будут иметь возможность быть зарегистрированными в службе занятости в качестве безработных и получать пособие по безработице в максимальном размере. Но те, кто не осуществлял трудовую деятельность именно в рамках трудового договора, они будут получать пособие по безработице также в минимальном размере, который предусмотрено законодательством. Что касается поддержки семей, имеющих детей, то отметим, что в текущей ситуации предусмотрены 2 дополнительные меры поддержки семьям, имеющим право на материнский капитал или имевшим право на материнский капитал в размере 5000 рублей на ребенка в возрасте до 3 лет. Эта выплата осуществляется через Пенсионный фонд Российской Федерации в течение 3 месяцев также. И следующая мера поддержки – это выплата на детей от 3 до 7 лет, которая будет предоставляться малоимущим семьям, в которых растут дети с 3 до 7 лет, начиная с июня текущего года. Спасибо. Размер выплаты составит 4770 рублей на ребенка. Спасибо, Алена Геннадьевна. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Вот я звоню вам с Чебоксар, являюсь индивидуальным предпринимателем, работала в торговом комплексе «Шпашкар» до самоизоляции. Нас закрыли 28 марта, и теперь я нахожусь дома. Но арендная плата у меня идет, и квартплата, и все остальные платежи остаются. Нет денег на продукты. Как нам быть? Инна Николаевна. Да, спасибо за вопрос. По поводу арендной платы хочу тоже сказать, что на прошлой неделе, 10 апреля, у нас был издан указ главы Чувашской Республики о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. И в качестве мер поддержки также определены как раз вопросы имущественной поддержки в части отсрочек по арендной плате. Ну, как я поняла из вопроса, арендодателям
арендодателем у вас является торговый комплекс «Шубашкар», и тоже вот в указе главы к таким арендодателям, к арендодателям частного имущества тоже есть обращение с тем, чтобы они предоставили своим арендаторам отсрочку, либо отсрочку уплаты арендной платы, либо уменьшение размера арендной платы. И сейчас. Ирина Николаевна, вот давайте вот просто вот обыкновенный вопрос. Вот есть конкретно «Шубашкар», есть конкретно арендатор, у которого сегодня сложное финансовое состояние. Есть аренда, которая начисляется. Руководитель «Шубашкара» или любого другой организации не идет навстречу. Меры. Что должен сделать арендатор? Вот девушка, что она должна сделать? Ну, во-первых, она должна все-таки обратиться к своему арендатору с заявлением о предоставлении либо отсрочки платежа, либо уменьшения арендной платы, потому что в какой-то период времени она деятельность свою не осуществляла, этим имуществом не пользовалась. И арендодателю мы со своей стороны обещаем налоговые меры поддержки, снижение налогов для того, чтобы ему это тоже было не в ущерб. А вы обращались к руководителю «Шубашкара» с заявлением о том, чтобы вам лояльно подошли? «Шубашкар» нам делает скидку по аренде. Мы очень даже этому рады. Но сидя дома и не зарабатывая ни копейки денег, когда нет денег даже на продукты, аренда-то все равно идет. Пусть она будет меньше. Но как нам быть? Ведь до 30 апреля надо еще дожить. А дальше неизвестно, выйдем мы на работу или нет. Что, Алена Геннадьевна, можно посоветовать в данном случае? Это же предприниматель, есть дети. Вот как быть? Если есть дети, то, конечно, нужно в зависимости от ситуации смотреть, на что можно претендовать семье. То есть, погромче, пожалуйста. Повторюсь, если есть дети до 3 лет и у семьи есть право на материнский капитал, то нужно обратиться через пенсионный фонд за выплаты в размере 5000 рублей на ребенка. Выплата будет предоставляться в течение 3 месяцев. Повторюсь, тем, у кого есть право на федеральный материнский капитал. Если есть в семье дети от 3 до 7 лет и семья является малоимущей, то здесь предусмотрена выплата, начиная с июня текущего года, в размере 4770 рублей на одного ребенка. Но в данной ситуации же нет дохода. Семья может подать документы? Вот девушка может подать документы о признании семьи малоимущей? Ей можно подать в электронном виде документы о признании ее малоимущей по месту жительства в орган социальной защиты. В электронном виде документы принимаются, обрабатываются, и соответствующее решение в отношении нее может быть, конечно же, принято. Ну, то есть подход какой? Если у вас сегодня нет дохода, и ваша семья имеет возможность претендовать на поддержку как малоимущая семья, вам необходимо оформить, не затягивать, оформить документы в электронном варианте, встать на учет и получить выплату как малоимущий, так, Алена Верно. Геннадьевна? Ну и кроме того, если действительно у вас же доход упал, соответственно, фактически у вас нет средств для того, чтобы содержать. Значит, что сложная ситуация, малоимущая семья, готовим документы, подаем, получаем поддержку со стороны государства. Так? Ну, да, верно. Ну и кроме того, по месту жительства можно позвонить всегда на горячую линию органа социальной защиты. Все горячие линии у нас работают. И индивидуально проконсультироваться в зависимости от вашей конкретной ситуации. Возможно, у вас есть, в зависимости от ваших доходов, опять же, право на получение компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг. Этот вопрос нужно решить индивидуально, поэтому еще раз рекомендую обратиться по телефону горячей линии. А вы можете его озвучить, этот телефон горячей линии социальной защиты? Их у нас много. По каждому органу соцзащиты свой телефон по месту жительства. Пожалуйста, на сайте посмотрите и обратитесь именно в тот. Ну, для полноценной консультации. Да, то есть надо понимать, какие льготы вы можете реально получать. По Для этого жительства. в любом случае надо позвонить на горячую линию, получить, вот сейчас нам на экране тоже вывели телефоны всех горячих линий, и в том числе по... где здесь? По выплате по вопросу нарушения трудовых прав, по выплате материнского капитала. И в интернете посмотрите, и максимально постараться получить поддержку. Вот МФЦ Чебоксары.
22 47 77. Телефон. Ну, телефон Можно, приемный да. свой продиктуйте, Алена Геннадьевна, на этом этапе, если за получением информации. Спасибо. Вам спасибо, удачи, до свидания. До свидания. Очень много вопросов. Куда необходимо обращаться людям, прибывшим в республику из-за рубежа? По каким телефонам звонить, с кем связываться? Об этом чуть позже. Отвечаем на вопрос нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый день. Меня Евгений зовут. Здравствуйте, Евгений. Можно задать вопрос насчет использования масок? Не особо понятно. Вот, допустим, Всемирная организация здравоохранения предлагает одевать только тем, кто болеет, и медицинским работникам. Но в интернете можно найти, что лучше носить все-таки всем. И тот же, допустим, Китай, как вот у них началась эта беда, они вроде как всех заставляли носить. То есть вот ваш комментарий хотелось бы услышать. Владимир Геннадьевич. Абсолютно верный вопрос. Скажу, значит, каким образом. Если носит один человек, будь то болеющий или, допустим, человек, контактировавший с ним, то риск заражения он имеет. То есть ни одна маска 100% гарантию от заражения не даст. Но в случае, когда носит и больной, и потенциально здоровый сам человек, то шансы не заразиться гораздо больше. Поэтому носить средства индивидуальной защиты нужно всем. При выходе на улицу, при выходе, при походе в магазин. То есть ваша защита – это вот ношение масок всем, абсолютно всем. Понятно, спасибо. Ну, естественно, не надо ее трогать, а что, в принципе, вот у меня очень тяжело. Не получается, так сказать. Случайно, постоянно поправляю там. Ну, я понял ваш ответ, спасибо. Да у всех почти не получается. Когда снимаете маску, нужно ее снимать сбоку. За резиночку. Да, за резиночку. Ни в коем случае не снимать ее с лица. Спасибо за вопрос. Будьте здоровы. Спасибо. Так, куда необходимо обращаться людям, которые прибыли из республики, из-за рубежа? Значит, при прибытии из-за рубежа, из иностранных государств, вам необходимо в первую очередь обратиться по телефону горячей линии, либо это горячая линия Роспотребнадзора управления по телефону 58 24 48, либо 58 51 66, либо на горячей линии Министерства здравоохранения Чувашской Республики 26 14 14. А у нас есть звонок. Здравствуйте. Добрый день, мы вас слушаем. Алло. Добрый день. Ваш вопрос. Здравствуйте, я его сформулировал. Значит, вопрос на тему сад-огород. Значит, Иванов Николай Борисович, Чебоксары. Значит, алло. Да, Николай Борисович, слушаем вас. Здравствуйте, Иванов Николай Борисович, Чебоксары. Вопрос на тему сад-огород. Значит, дисциплинированно всеми семьями сидим на самоизоляции. Очень дисциплинированно. И тем не менее, значит, вопрос... И вот какой вопрос. Значит, предусматривается ли какой-либо порядок и дата, значит, посещения дач, загородных домов. Сами все живем в городе, все прописаны, значит... Да, ваш вопрос понят, потому что наступает весна, и у всех есть желание выехать из дома, и душа начинает болеть. А рассада цветет? О том, как благоустроить и как что посадить. Время уходит, время для каждой посадки свое, но тем не менее. Вопрос здоровья, он первичен. Ситуация аналога не было никогда с точки зрения серьезного отношения к тем мерам, которые сегодня приняты. Определены места, где можно находиться в рамках самоизоляции. Это или дом, вот где вы сейчас живете, или, если созданы условия, постоянное место жительства – это дом в вашем приусадебном участке. Ездить туда-сюда, конечно, нельзя. Это нарушение самоизоляции. И эти меры, они действительно, может быть, кажутся сложными, но они необходимы, потому что если
сегодня мы вам скажем, что, конечно, выходные дни, на выходные дни уезжаете, потом приезжаете, это и есть нарушение указа, это нарушение предписания Роспотребнадзора. Но самое главное, вы ставите сразу себя в группу риска своих близких, своих детей. Лариса Владимировна, есть что еще прокомментировать с точки зрения исполнения законодательства? Ну, вот, или я неправильно трактую? Нет, абсолютно верно, Алла Леонидовна. Николай Борисович, здесь дело в том, что нам предписано не только постановление санэпиднадзора, главного врача, но и сам федеральный закон, который говорит о защите населения, о чрезвычайной ситуации. А к чрезвычайной ситуации, согласно федеральному закону, от 1 апреля номер 98 отнесены теперь и вот столь заразные заболевания. И поэтому мы говорим, конечно же, о соблюдении всех мер режима самоизоляции. И согласно указу Олега Алексеевича, проживать можно в режиме самоизоляции в жилом помещении, вот то, что вы обозначили в городе Чебоксары, вы прописаны и проживаете, либо, значит, за пределами города Чебоксары или там другого какого-либо населенного пункта, но, значит, с постоянным нахождением в режиме самоизоляции в жилом или садовом доме. Но при этом тоже вот, на себя переведите эту ситуацию. Вот вы находитесь, живете в квартире. Или вы живете изначально в доме и находитесь там в режиме самоизоляции. Вот вы вышли на улицу. Вы можете выйти только по очень уважительной причине. Это или за медицинской помощью, или если вы работаете, у вас есть справка от работодателя, который подтверждает, что вы находитесь на улице по уважительной причине, или до магазина, или по уходу за пожилыми людьми, за своими близкими, и то сходить в магазин, принести, собственно, им продукты. И выгулить собаку на дистанции 100 метров от дома. И это, собственно, все. Если вы едете на дачу, вас останавливают сегодня мобильные группы или патрули, МВД сейчас также начинают выписывать протоколы о административном правонарушении за нарушение режима самоизоляции. Только за вчерашний день сотрудниками Министерства внутренних дел по городу Чебоксары было выписано более 30 таких протоколов. Это влечет уже ответственность. Да, это строго. Единственные причины, по которым вы можете выйти из дома, мы перечислили. Дача не относится к причинам, по которым вы можете покидать то место, где вы находитесь на самоизоляции. Потерпите. Здесь сейчас надо всем потерпеть. Все устали, всем сложно. Все понятно. Но это наша с вами безопасность, безопасность близких нам людей. Спасибо. Спасибо. Много вопросов, как оформить больничный. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Хорошо. Давайте мы сакцентируемся на звонках, а потом, если что, будем разбивать вопросы, мы вас слушаем. Выступали. Здравствуйте. Добрый день, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Козловка беспокоит. Тихонова Надежда Валентиновна. Здравствуйте, Надежда Валентиновна. У меня вот такой вот вопрос. В Москве с сегодняшнего дня вступают в силу более строгие меры против коронавируса. Для передвижения по городу на личном или общественном транспорте необходимо будет заранее получить цифровой пропуск. ГИБДД начала сплошные проверки водителей на въезде в Москву. А какие еще ужесточенные меры будут применяться по отношению к гражданам Чувашской республики, чтобы они не выходили без какой-либо необходимости на улицу и начали более серьезно относиться к карантину и самоизоляции? Люди ведь ходят совершенно... Ничего нам типа не страшно, нам ничего не угрожает. Тоже, да, не думая о других людях, которые реально боятся. Ну вот тоже, да, такая ситуация. Вы соблюдаете режим и ведете все в соответствии, а кто-то ходит, да? То есть такая есть момент несправедливости в душе. Никакие штрафы им ни почем, говорят. Выписывают, конечно, вот вы говорите, там волонтеры, там с администрации, да, предупреждения. Ну, таких бумажек можно дать сколько угодно, хоть 10 штук одного того же человека останови, он так и ходит без маски, при том, что ему не надо выходить, он на дистанционном, например, находится, его специально и отпустили с работы, чтобы он не выходил.
Так нет, он еще и ходит. Все верно, Без но разницы. после этого это не бумажки, это акты, которые составляют, и протоколы. Это же потом передается в суд, это административные, это штрафы. И если человек, который болеет коронавирусом, навлек и заразил остальных, нарушая меры, достаточно серьезные меры, вплоть до уголовной ответственности в итоге будут применяться впоследствии. Это такая вот определенная на авось. Эта ситуация, она, безусловно, сработает рано или поздно. Лариса Владимировна, прокомментируйте, какие меры по дополнительному планируют? Ну, вот дополнительные меры, значит, мы, конечно, не регион, как Москва, но тем не менее, у нас по решению временно исполняющего обязанности главы Чувашской Республики Олега Алексеевича тоже вот в целях безопасности нашего населения, жителей Чувашской Республики, непосредственно наших вот граждан, кто проживает на территории Чувашии, ввиду того, что инфекция коронавируса заходит из-за пределов Чувашской Республики, Олегом Алексеевичем было принято решение, что с 7 апреля те граждане, которые прибывают на территорию Чувашской Республики, они в обязательном режиме, это не рекомендация, а прямо в обязательном режиме должны соблюдать самоизоляцию в течение 14 суток. Когда граждане у нас прибывают на территорию Чувашской Республики, им выдается предписание Роспотребнадзора. И здесь вот, Надежда Валентиновна, спасибо за вопрос. Необходимо сразу же четко разграничить те лица, которые прибывают к нам на территорию Чувашии, они 14 дней соблюдают режим самоизоляции. При этом этот режим, полный режим. То есть не то, что вот как Алла Леонидовна до этого обозначала, какие есть моменты, когда люди могут в режиме самоизоляции покидать свое жилое помещение. Это скорая медицинская помощь, это, значит, посещение магазина ближайшего или аптеки. Здесь же граждане у нас, которые прибыли в Чувашию, должны соблюдать полный режим, никуда не выходя. Если необходима скорая медицинская помощь, это уже происходит по телефонному звонку. Ну и в том числе помощь волонтеров при Да, и помощь необходимости, волонтеров. если необходимо продукты или еще что-то, или лекарственные лекарства, средства. да. Тогда выходить из дома вообще нельзя. Ну и здесь сразу же, Спасибо, да, еще, может быть, если Алла Леонидовна разрешите, все-таки я хотела сказать о наказании. То есть вот говорят, если люди говорят о том, что, значит, нам штрафы нипочем, выдают бумажки, это абсолютно неправильно. Это бумаги актируются, то есть вот эти вот нарушения нашего указа, они актируются, потом формируются протоколы, которые в последующем идут в судебные инстанции, будут выноситься судебные решения, согласно которым у нас не только предупреждение санкций идет, но и административные штрафы до 30 тысяч рублей. А это, как Алла Леонидовна сказала, может быть наступить и уголовная ответственность. Уголовная ответственность, там штрафы, если это в качестве штрафа будет, там совсем другие суммы, уважаемое население наше. Надо сказать, что до 700 тысяч рублей. Либо же лишение свободы до 3 лет. То есть нужно относиться очень серьезно. Да, очень серьезно. Есть новый Спасибо, звонок. Лариса Владимировна. Добрый день. Мы вас слушаем. Добрый день. Алло, здравствуйте. Алипинский район, Светлана Николаевна Павлова, вас беспокоит. У меня вот вопрос такой. Многие жители нашей республики работают в Москве или в Московской области вахтовым методом. И по истечении 2 недель, это как раз 14 дней самоизоляции, они опять вернутся на свои же рабочие места. И этот круговорот продолжится бесконечно. Если не поехать, то они потеряют работу. Вот как им быть? Их семье как быть? И стоит ли их выпускать или впускать в Чувашию? Ну что значит после 14 дней они обратно должны вернуться на работу? Они привлечены к постоянной работе? Да, они работают по трудовой. 2 недели в Москве, 2 недели дома, правильно? 2 недели работаю, 2 недели дома. Вот оно в чем дело. Лариса Владимировна, что скажете? Но здесь мы говорим о том, что если они прибывают по вахтовому методу, они, конечно же, должны соблюдать полный режим самоизоляции. Ну, то, о чем вы говорили. Вот Да, смотрите, они у вас да. приехали, ваш родственник, да, Да. сын, муж. Да. Вот муж приехал, он 2 недели должен провести полностью в режиме самоизоляции. Повторюсь, у него нет права выходить в магазин, на прогулку с собакой. Он должен находиться в закрытом помещении. 2 недели прошло, он уехал.
Вот он возвращается через 2 недели и снова режим полной самоизоляции. Покинул дом на 2 недели, вернулся снова в плен. Получается полный круговорот. Именно так. Да, но это я уж вам так просто объясняю, потому что вернулся, выехал за территорию, прошло эти 14 дней, вернулся, снова вступает в режим самоизоляции, как вновь прибывший из других регионов России. И 2 недели полного самоизоляционного контроля. Но нельзя рисковать близкими. Да. Спасибо. Хорошо. Будьте здоровы. Да, еще вопрос давайте. Да. Вот все работающие в возрасте 55 лет и старше до 19 апреля имеют право на оплату больничного листа. И после 19-го эти больничные сейчас проливаются или они переводятся на удаленку? Добрый день. Вам министр труда сейчас ответит. Сразу по больничным. Давайте, Алена. На сегодняшний день срок действия больничного листа нормативно не продлен, поэтому он должен быть закрыт 19 апреля. Если будут внесены соответствующие изменения, то, конечно же, ситуация может поменяться. Пока на сегодняшний день действует это же правило. И, соответственно, после того, как больничный лист будет закрыт, нужно будет решать в конкретном случае с работодателем вопрос возможности работать дистанционно. Мы рекомендуем в этой ситуации всегда стараться предоставить такую возможность работнику с учетом того, что он находится в группе риска. Спасибо. Понятно, спасибо. Спасибо. Вам спасибо. Вот, Владимир Геннадьевич, чуть позже. У нас есть еще один звонок. Добрый день. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Мой вопрос к вам. Во-первых, я житель Чебоксары. Мне 86 полных. Через 5 месяцев будет 87. Я живу дома, никуда не хожу, но мне хочется знать, сколько у нас по республике зараженных, сколько вылечивших, сколько умерших. Почаще, чтобы по телевидению показывали. А вы какие средства массовой информации? Вы телевизор, какие каналы смотрите? Ваш любимый телеканал есть у вас? Программы любимые? Какие каналы вы смотрите по телевидению? Какие кнопки нажимаете на пульте? Я долгожитель. Мне 86 лет полных. Через 5 месяцев будет 87. Понятно. А какие передачи смотрите по телевизору? По какому каналу? Ну, почаще показывали. Хорошо, принимается. Понятно. Согласны. Спасибо большое. Будьте здоровы. Постараемся усилить. Спасибо. До свидания. Еще вопрос. Добрый день. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, меня зовут Михаил. У меня вот такой вот вопрос. Я приехал с города Москвы, у меня вахта закончилась, и посадили меня на домашний карантин. Не на самоизоляцию, а почему-то на карантин. Даже самому интересно стало. И вот, будет ли оформлен мне больничный лист? Вот такой вот вопрос. А вы больничный лист кому хотите предъявить, если вы работаете вахтовым методом? Ну, работодателю вахтовым методом, но я официально работаю. А насколько вас посадили на карантин? На 14 дней. На 14 дней. Ну, это комментирует вахтовый метод карантина. Основания для выдачи больничного, если только есть медицинские показания. Обязательная выдача больничного листа предусмотрена на сегодняшний день только гражданам 65+. И разрешите, Михаил, я все-таки тоже прокомментирую. Дело в том, что у нас тоже трудоспособное население в Чувашской республике проживает, и не все, скажем так, ходят на работу. Поэтому здесь вот ситуация такая, что больничный лист действительно, как Алена Геннадьевна сказала, выдается, и как Владимир Геннадьевич подтверждает, что только по медицинским показаниям, остальные вы все в равных условиях с жителями Чувашии. А что, работодатель требует от вас больничный, потому что вы находитесь на карантине 14 дней? Ну так вы исполняете законодательство.
И вы обязаны быть на самоизоляции, так как вы работаете вахтовым методом, вы приехали из другого региона, 14 дней вы обязаны быть дома на полной самоизоляции, на карантине. А что, работодатель требует с вас больничного листа? Нет, так-то не требует. Он, наверное, скорее всего, и не потребует, потому что с точки зрения законодательства нет никаких оснований требовать с вас больничный лист. И вот еще вот такой момент. Я должен уезжать, получается, до окончания карантина на 2 дня раньше. Как быть? Лариса Владимировна. То есть вы приступаете к своим трудовым обязанностям? Да. Вы, Михаил, свободно, спокойно выезжаете для исполнения своих трудовых обязанностей, потому что 14 дней – это тот срок самоизоляции на территории Чувашской Республики. Все понятно. Спасибо. Спасибо вам. Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира у нас 26 00 36. Мы ждем новых звонков, и звонок у нас уже есть. Добрый день. Мы вас слушаем. Добрый день. Алло, здравствуйте, Наталья Вячеславовна Иванова. Вот у меня такой вопрос. Ну, все понятно, вот мы, люди, жители Чувашии, сидим на карантине. Все случаи у нас привозные из Москвы, из-за границы. А вот нельзя ли вот это, которые из Москвы приезжают на период эпидемии, пусть они в Москве же находятся, пусть они там же проходят карантин, просто границу Чувашии закрыть. Понимаете? А потом, когда это все, как это закончится, пускай приезжают. Потому что они приезжают с вахтовым методом сюда. Где гарантия, что они 2 недели сидят дома? Никто же это не отслеживает. Пусть на период эпидемии, раз они в Москве работают, пусть сидят в Москве. Полностью границу Чувашии надо закрыть. На Алтае же все закрыли, поэтому у них ни одного случая нет. Вот так вот жестко, если сильно захотеть, это же можно все сделать. Ну, вам ответит сейчас и министр здравоохранения, и Лариса Владимировна. Пожалуйста, Владимир. Просто закрыть. Мы вас услышали. Позиция понятна. Да, спасибо за вопрос. На сегодняшний день решение вопроса о закрытии региона решается только президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и по решению правительства Российской Федерации. То есть местный орган самоуправления принять такое решение неправомочно. И, Наталья Вячеславовна, спасибо за такой вопрос, за ваши переживания, за наших граждан. И, значит, здесь как юрист я могу подтвердить, что сказал Владимир Геннадьевич, это решение исключительно только федерального центра. Российская Федерация, мы неделимое государство, мы одно единое целое. Все наше население России, мы все едины. Вот только так можно ответить на этот вопрос. Поэтому и надеемся мы на вашу гражданскую сознательность, на вашу помощь в этом деле. Ну и при этом включаем достаточно строгие меры по контролю. Нельзя говорить, что ситуация не контролируется. Возможно, она контролируется не в том объеме, как вам хотелось бы, но организована работа и достаточно эффективно со стороны и муниципалитетов, и Министерства внутренних дел, Роспотребнадзора. Данная система выстроена. Ваш вопрос понятен. Спасибо за него. Ну, еще раз напомню телефон 26 00 36, и вновь мы принимаем звонок. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Добрый день. Я задаю вопрос от жителя РКС. За объявление особого режима он подал документы в суд на присвоение звания труженика тыла. Он в период войны проработал больше 2 лет, но ранее никуда не обращался за помощью. Вот, сейчас начались уже выплаты. Он их не сможет получить, потому что в списке его нету. Вот, а он интересуется, после того, как вот самоизоляция закончится, режим самоизоляции, начнутся выплаты, начнут работать суды, присвоит ли ему звание труженика тыла, он очень ждет, надеется, сможет он получить выплату после 9 мая. Ну, кто ответит? Алена Геннадьевна или Лариса Владимировна? Я думаю, что в вашем случае, конечно же, должно быть вступившее в силу решение суда по вопросу присвоения звания труженика тыла вашему отцу. После вступления в силу этого решения все выплаты, которые положены труженикам тыла, ему будут начислены.
И в дополнение могу сказать, что в настоящее время судебные инстанции, они ушли тоже на режим самоизоляции, за исключением определенных категорий дел. Но рассмотрение вашего дела непосредственно, мы полагаем, будет назначено на первые рабочие дни месяца мая. По крайней мере, из сегодняшней ситуации суды исходят из этих временных параметров. Спасибо. Спасибо. Вы получили ответ? Да, получила, спасибо. Спасибо вам. Удачи, здоровья. Звонков сегодня у нас много, и звонки продолжаются, да. Добрый день. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Евгений. У меня вопрос, касающийся проезда в общественном транспорте в Чебоксарах, вернее, в троллейбусах. Я хочу сказать, что вот ежемесячно покупаю 4 проездных, продлеваю ЕТК. И формально говоря, вот с последней недели марта, мы им не пользуемся. А это много ни мало 3600 рублей в месяц. И таких людей, я думаю, немало. Вот Москва приняла решение, допустим, в марте на 9 дней они продлили действие проездных в апреле. Так не проще ли для того, чтобы ограничить вот стариков и подобных вот людей на невыезды всякие, продлить вот оплаченные ранее, но фактически неиспользованные проездные с апреля на май месяц? Понимаете? Иначе ваш вопрос. Спасибо, что вы его задали. Вам надо оставить свои контакты. И, конечно, мы с Алексеем Олеговичем Владыковым проговорим ваш вопрос. Он понятен абсолютно. И дополнительно доведем. Вы должны все-таки принять решение какое-то, потому что старики будут использовать до конца свои вот потраченные деньги в противном случае. Ваш вопрос я поняла. И, во-первых, мы вам и лично отзвонимся, проговорим, что примет решение город. Ну и в целом... Все домашние сказали, что вы никакого решения не примете. Все это будет очередной словеса только. До свидания. До свидания. До свидания. На контроль. Да, но здесь надо, безусловно, в этой ситуации разобраться. И это как раз относится к тем наиболее важным для жителей вопросам. У меня просьба, как ответ будет сформирован, и, по-моему, проездные продлевали, соответственно, информацию разместить через средства массовой информации, максимально оповестить жителей. Понятно. У нас есть новый вопрос. Добрый день. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Мы вас слушаем. Вы на горячей линии. Ага, на горячей линии. Добрый день. Меня зовут Ольга, я из Шумерли. Вот такая у нас тут ситуация была в городе. И хотелось бы получить ответ. Имеет ли право администрация детского сада требовать справки не только от родителей о том, что они работают, да, вот прежде чем ребенка в дежурную группу определить, но и от бабушки с дедушкой. Вот такая ответственность, что, мол, если родители работают, то у вас есть бабушка с дедушкой, то они и сидят с ребенком. Но бабушка с дедушкой, они тоже молодые, тоже работают. Вот. Или вот на самоизоляции могут быть бабушка с дедушкой. Вот правомерны ли такие действия детского сада? Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Ольга. Меня зовут Ольга. Скажите, пожалуйста, а при чем здесь бабушка и дедушка, когда есть родители у детей? Так вот и мы так спрашиваем, при чем здесь бабушка с дедушкой? Вот. И справку детский сад потребовал не только от родителей, что они работают, но и говорят, принесите и справку, что и бабушка с дедушкой у вас работают и не могут сидеть с ребенком. Вот и мы удивлены таким действием. Ну, конечно, я сейчас это зафиксировала, конечно, это неправильно, потому что есть родители у ребенка, у родителей есть справки, что они привлечены к работе в это сложное время. Я правильно же понимаю, что у вас есть справки работодателя? И в этом случае, вот для таких родителей, которые вынуждены работать, а не находиться на самоизоляции, и дети в детских садах, и созданы дежурные группы в детских садах именно для вас. Никаких бабушек, дедушек, и бабушки-дедушки не обязаны сидеть с вашими детьми. Для этого есть родители, законные представители детей. Это входит в ваш функционал. Вот почему-то вот именно так вот ответили. Я думаю, что сейчас наш с вами разговор и смотрят, и администрация Шумерли, и мы дополнительно доведем эту информацию. Хорошо, через Министерство образования. Скажите, администрация садика создает вот эти дежурные группы, когда сколько детей набирается?
Ну, вы знаете, мы такого ограничения по-человечески-то не ставим. И первично, прежде чем принять решение, и тоже вот по поручению Олега Алексеевича, когда мы запускали дежурные группы, вообще был подход. То есть брать даже детей из соседних детских садов, если родитель их привел. Ну, то есть, например, есть семьи, где один ребенок ходит в один детский сад, другой ребенок в другой детский сад. Родители работают. В одном садике есть дежурная группа, в другом садике нет дежурной группы. То есть, конечно, все идут навстречу и берут ребенка, двоих детей в одну группу, там, где это создано. Но при этом ради небольшого количества детей, конечно, нецелесообразно запускать целый детский сад, потому что ведь это не только воспитатели, это повара, которые готовят, это нагрузка, это коммунальные расходы на детский сад. Ну, то есть, а у вас есть проблемы с этим в Шумерле? Ну, как проблема? Ну, у нас, по-моему, в 2 или в 3 садиках вот только дежурные группы созданы, насколько нам известно. Вот. И просто хотелось бы узнать вот именно вот по этой ситуации насчет бабушек и дедушек. А вы вот, наших бабушек и дедушек смело посмотрите в глаза заведующему. Ну, потому что есть родители, которые работают, и родители справку представили, поэтому дети ходят в детский сад. Вопрос в том, что если ребенок один такой в детском саду, конечно, вряд ли будет группа открыта ради одного ребенка. Но, значит, в соседнем детском саду есть группа, которая сформирована уже, исходя там минимум от 12 детей. Ну, хорошо, понятно. Вот еще второй вопрос, вот совершенно как бы по другому поводу. Вот сейчас по статистике в республике, в Шумерлинском районе у нас зафиксирован один зараженный. Он уже в официальной статистике стоит. Почему у нас на сайте Шумерлинского района, ни на сайте, ни в Шумерлинском ММЦ такой информации вообще нету? Это все рождает какие-то слухи и нервозность населения. Вот, как вот на это вы потому что сегодня только мы на ВКС утром с главами администрации обсуждали этот вопрос. Людям важно, одно дело это где-то происходит в целом в мире, а другое дело, люди, конечно, должны знать, или у них на территории города или района все стабильно, но если случай такой есть, необходимо, это очень сильно дисциплинирует людей. Я думаю, исправим эту ситуацию. И ну вот мы тоже надеемся, но пока вот буквально по последним данным ничего не выставили на сайтах. У нас по Шумерле зарегистрирован случай. Да, исправим эту ситуацию. Шумерлинский район. Исправим эту ситуацию. Ага, принимается. Спасибо большое. Вам спасибо. Ну, о том, как будут развиваться события, вы сможете узнать, прочитав вашу районную газету Шумерлинскую. А у нас есть новый звонок. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Вы на горячей линии. Ваш вопрос. Так, я хотел бы уточнить. Вот я живу в Московском районе, у меня родители живут в Ленинском районе. Вот и я, и мои родители замечают то, что вот приезжие, допустим, там с Московской области, из Москвы, из Ленинградской области люди, они свободно перемещаются по городу. Вот, допустим, сегодня приехали, и они в течение всего времени гуляют, спокойно ходят по магазинам, там вот, ну, свободное перемещение. И я звонил в Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения, в единую диспетчерскую службу, и мне никто не может сказать, кому я должен обратиться с этим вопросом. А вы знаете этих людей, которые свободно передвигаются? Я лично их не знаю, я просто знаю, что они живут в моем доме. В соседнем подъезде. Ну, конечно, вам надо позвонить и в том числе и в МВД, который контролирует и фиксирует. Да, вообще, кто это контролирует? Министерство внутренних дел, полиция. Министерство внутренних дел. Да. А Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения, они для чего у нас существуют? Министерство здравоохранения существует для того, чтобы лечить. Понятно. А Роспотребнадзор? Роспотребнадзор для того, чтобы выписывать предписания. Хорошо, ладно. Вот когда их полиция останавливает, они говорят, докажите мне, что я болею. Они не должны, их полиция останавливает и задает сейчас вопрос, на каком основании вы находитесь на улице. И дальше вот, они показывают. Или справку от работодателя. Да, и они отвечают полиции. Это было прямо при мне, это разговор, то, что эти граждане, которые приехали из других регионов, они отвечают. А на каком основании я должен сидеть дома? Где это прописано? У нас режим чрезвычайной ситуации или что? Ну, разрешите. Они реально грамотно отвечают. Нет, они реально грамотно отвечают. У нас просто они не грамотно отвечают, они отвечают в вашем случае, вот как я вас понимаю, они настырно
отвечают и совершенно игнорируют законодательство и свою ответственность. А какое законодательство у нас? Вот, я вот, знаете, вот я с ними тоже общаюсь. Ну, вот, допустим, вот я как бы вот вынужден выходить на работу, я вот приезжаю из работы, ну, с работы приезжаю домой, захожу в подъезд, вот они там все там вот общаются, там, ну, гуляют. Вот. Я их спрашиваю, а вы что, не дома, не самоизолированы? Они такие, а где прописано, что мы должны быть самоизолированы? У нас, говорит, в Конституции прописано, что мы только... Это позиция такая. Вы еще потом оператору до кого дозвонились, чтобы не в прямом эфире. Дайте, пожалуйста, адрес вашего дома, квартиру, где находятся люди, которые считают, что Конституция... Квартиру я точно не знаю. Я адрес вам скажу. Я вам адрес скажу. Да. Проспект 9 Петрецкий, дом 13. И когда это было примерно? Дом 13, да. Улица Лебедева, дом 3. Дальше. И улица Костелло, дом 9. Все зафиксировали. Спасибо. Зафиксировали. Да. И теперь вопрос второй. У нас предполагается, что надо будет вести обязательно справки. Допустим, вот я вот езжу с северо-западного на Майорную, езжу на работу. Вот. Мне нужно обязательно собой справку, да. Потому что я вот по мере необходимости должен передвигаться. Да, у вас должен быть паспорт и справка от работодателя о том, что вы привлечены к рабочему процессу. Это обязательно? Да, это обязательное условие. Вне зависимости, на личном транспорте или на общественном транспорте? Без разницы. Без разницы. И вопрос сразу третий. А почему у нас общественный транспорт не идентифицируется каждый, вот, допустим, каждый оконечный пункт? Вот, допустим, вот закушал маршрут свой, он должен идентифицировать свой салон. Почему такого не происходит? Вот смотрите, если мы говорим за троллейбусное управление, да, мы точно знаем, да, что там проходит дезинфекция. Что маршрутки, что троллейбусное управление, что автопарк? Перевозчиков за автопарк, на чем вы ездите на общественном транспорте, тоже они обязаны, как работодатели, обеспечивать дезинфекцию, и после этого им разрешено осуществлять перевозку пассажиров. Скажите, какой маршрут у вас не дезинфицируется? Маршрут какой? Где вы ездите? Нет, вообще без разницы, какой маршрут. Я езжу маршрутами разными. Я езжу 41, 42, 44, троллейбус 1, автобус 15. И вы точно уверены, что эти работы не проводились по дезинфекции? Или вы просто предполагаете? Допустим, да, я, допустим, приехал на первом троллейбусе до конечной остановки до Морскетникума. Вот. Я не видел, что там, вот, потому что я выхожу, у меня там вот работа рядом. Я не видел, что там обрабатывали троллейбус после того, как вот они приехали на конечный пункт. Я не видел то же самое, что и маршрутки обрабатывали. Я так понимаю, утром и вечером обрабатывается транспорт. А почему утром и вечером? Если, допустим, они даже обрабатывают каждые... Вот если мы носим маски медицинские и меняем их каждые 2 часа, а почему они обрабатывают утром и вечером? Или у них там такой раствор, который просто прям вот действует в течение 12 часов? Ну, конечно, такого раствора нет. Ваш вопрос принят, уточним. Я поняла, по Чебоксарам троллейбусное управление. И троллейбусное управление, и автопарки, и частные, которые перевозят маршрутчики. Спасибо. Принято. Спасибо за вопрос. Спасибо за вашу неравнодушную жизненную позицию. Ждем новых звонков, и они у нас есть. Здравствуйте. 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 Мы вас слушаем. Ваш вопрос. Добрый день всем, Алексей меня зовут. У меня вот такой вопрос. Я бы вот хотел бы узнать. Вот у нас такой небольшой семейный бизнес в торговом центре Москва. 28 марта нас просто, грубо говоря, закрыли. Сидим мы сейчас просто ждем. Пока непонятно, чего ждем. Вот сейчас скоро текущие, уже, скажем так, платежи начнутся, аренды, да, и всякого такого рода. Ничего не понятно пока, что нам делать и как нам, грубо говоря, жить дальше. Пока вот, все просто так вот в воздухе висит, никакой конкретики ни от кого. Я думаю, да, что мы с этого вопроса начали, этим вопросом завершаем практически нашу прямую линию. И, Николаевна, давайте еще раз объясним ситуацию, Алексей. А также, Алена Геннадьевна, что делать людям, которые оказались в сложной ситуации с отсутствием дохода на этом этапе. Пожалуйста. Алексей, добрый день. По поводу арендной платы, по поводу взаимоотношений с арендодателями, тоже повторюсь еще раз, вы должны обратиться к своему арендодателю с просьбой, чтобы он предоставил вам либо отсрочку
по уплате арендных платежей, либо уменьшил размер арендной платы в связи с тем, что вот вы там больше месяца не будете работать, не работаете, вернее, и не можете воспользоваться этим помещением. В свою очередь, таким это в свободной форме. Это в свободной форме. Вы обращаетесь, у вас же наверняка договорные отношения с арендодателем. В договоре прописано. То есть просто в свободной форме, в свободной форме обращаетесь. Обращение, заявление. И арендодатель должен заключить с вами соответствующее дополнительное соглашение к этому договору. Мы, в свою очередь, обещаем такому арендодателю тоже некое возмещение в виде снижения ставок по налогам. Также вы, как индивидуальный предприниматель, да, я правильно понимаю? Все правильно. Да, вы тоже можете обратиться в налоговую инспекцию. На сайте Федеральной налоговой службы там достаточно подробная инструкция, что делать в зависимости от того, к какой категории предпринимателей ты относишься. И тоже вы можете претендовать и на отсрочку налоговых платежей, и на уменьшение размеров страховых взносов. Тоже на сайте налоговой достаточно подробная информация есть. Понятно. А больше никаких поблажек нам, скажем так, не будет давать государство? Вот просто хотелось бы для себя знать. Просто по-человечески. Пока по поводу только уменьшения налогов. Только это, да? А у вас дети есть, Алексей? Да. У вас дети есть, Алексей? Извините. Да. Он взрослый уже, взрослый. Взрослый уже. Потому что здесь тоже есть поддержка семей, которые оказались в сложной ситуации. Тоже имеет смысл ее рассмотреть с точки зрения льгот, которые предусмотрены. Я просто сейчас, чтобы вы правильно все поняли, ладно, у нас небольшая, скажем так, заначка есть, но ведь не у всех она есть. Конечно. И пока непонятно, куда и когда мы выйдем. Для себя хочется понимать конкретику. Скажем так, все деньги у нас в товаре. Все. Вот мы сидим и ждем. Алексей, мы разделяем ваши переживания и понимаем, что ситуация очень сложная. Здесь, безусловно, надо внимательно изучить налоговое законодательство, посмотреть, какие можно максимальные преференции сейчас использовать для вас, как для предпринимателя, но в том числе и обязательно обратиться к своему работодателю по созданию условий, по льготным платежам за аренду, по продлению оплаты и так далее. Спасибо. Значит, государство нам больше ничего не даст. Что конкретно, что должно еще я дать? Не знаю. Вы посмотрите все, что предусмотрено, примерьте на себя, потому что действительно мер предпринимается много, и на федеральном уровне, на региональном. Надо просто вникнуть и посмотреть, что вам подходит, что не подходит. Мы готовы ответить, готовы отдельно вам расписать, и какие льготы у нас существуют. Очень бы хотелось бы. Я думаю, спасибо. Свои контактные данные. И еще я думаю, что надо обязательно систематизировать поддержку и систематизировать ее на нашем сайте. Мы отправляем людей на сайт налоговой службы Российской Федерации, туда-сюда и так далее. Давайте мы с вами договоримся, что те льготы, которые предусмотрены, и поддержка, которую сегодня указами закрепил наш глава, которые закреплены на уровне президента Российской Федерации, надо превратить в хорошую, понятную инфографику, и мы говорили об этом. И это, Юлия Викторовна, должно быть размещено во всех средствах массовой информации, на нашем портале, потому что вопросы все повторяются. Это говорит о том, что необходимо доступно, понятно людям объяснить, чтобы все знали, куда идти, зачем обращаться. И берем срок до завтрашнего дня отработать и довести. Спасибо вам, Алексей, за вопрос. Все ответы будут размещены на информационно-справочном ресурсе «Время помогать», поэтому смотрите, читайте. И, естественно, конечно, Алла Леонидовна, во всех средствах массовой информации, в республиканских и в районных средствах массовой информации, все это будет. Поэтому, я думаю, все ответы, они будут у вас, и вы сможете более глубоко владеть ситуацией. А на сегодня мы завершаем нашу горячую линию. Звонков было очень много. Спасибо, коллеги, за работу. В завершение хочу обратиться еще раз к жителям республики и каждому из вас. Очень важно в течение этой недели, повторю, сохранить чувство ответственного подхода к здоровью своих близких. Безусловно,
не принимать решение пойти на пасхальную службу, понимая, насколько важно для нас, для всех и в сердце, вера, и поддержка, всем нам это необходимо. Прямая трансляция будет организована службы митрополита Чебоксарского Чувашского Варнавы на национальном телевидении. Дополнительно помолиться можно и попросить поддержки и дома. Вопрос очень важный, и мы надеемся на ваше чувство ответственности, ну и, конечно, соблюдение и исполнение ограничительных мер, которые сегодня прописаны в законодательстве, прописаны в указе главы Чувашской Республики. Это должен быть серьезный подход и ответственность. Ответственность за вас, за самих, и ответственность за близких, которые вас окружают, но также за соседей и в целом за ситуацию стабильную в нашей республике. Спасибо. Еще раз напомню, что да, трансляция Пасхи будет у нас по национальному телевидению, а также будет в эфире национального радио Чуваши. Поэтому смотрите, слушайте, молитесь дома. Всего вам самого доброго, здоровья, счастья, всех благ. До свидания.